джаз, модерн танцы я ставил. И этим мы гастролировали по селам, по районам. А зритель это смотрел, думал, ой, оказывается, есть такие танцы, а мы видели все равно якутские народные танцы, да? Я там бамбалео. Во-первых, танец – это для меня способ самовыражения. Путем танца выражаю свои чувства, свои эмоции, свои проблемы, которые накопились, могу выразить через движение. Даже не предполагали, что мы сейчас в течение 10 лет будем держать такую популярность, и у нас появятся такие яркие звезды, как Диана, Серга, Кюбея. Бабушке позвонили воспитатели и сказали, ваша внучка будет танцевать в 6 танцах. В 3 года я танцую в 6 танцах. Вообще ритм – это очень глубокая такая философия, где каждый человек, мы живем в ритме. Я побежал куда-то, я в ритме. Я говорю, я в ритме. Я улыбаюсь, я в ритме. Танцоры – это атлеты Бога, говорил Эйнштейн, а тело танцора – это светящееся проявление его души, отмечала небезызвестная Айседора Дункан. Ну а мы добавим, что танец – это потрясающе красивый язык тела и души искусства, которым может овладеть по-настоящему влюбленный в музыку и в ритм человек. Когда танцевальная копилка Якутии пополнилась латиноамериканскими танцами и как современные зажигательные стили завели якутскую молодежь. 30 лет истории в нашем репортаже. Смотрите прямо сейчас. Ему подвластны и ритмы страстной сальсы, и чувственной бачаты, и даже аргентинского танго. О зажигательной ламбаде и речи быть не может. Это он, Афанасий Афанасьев, первым в Якутии и начал продвигать латиноамериканские танцы. Закружиться в ритме танца на раз и два. В свои 50 с лишним мистер Ламбада даст фору абсолютно любому. Вот так. Отлично! Браво! Именно в стенах Московского госинститута культуры народный артист республики, заслуженный артист России и Якутии Афанасий Афанасьев и начал наращивать свое мастерство. В 1987 году он поступил на кафедру хореографии. Харизматичного и пластичного юношу заметили сразу. Он был абитуриентом. На этих занятиях вступительных есть такие дисциплины, как классический танец должен абитуриент показать, народно-сценический танец, искусство балетмейстера, сочинить хореографический номер. Комиссия приемная влюбилась, потому что у него очень хорошие были линии. Он был легкий, выразительный, воздушный. У него прыжок. Он обладал каким-то, вот, вы знаете, внутренним состоянием. Был художественный вкус хороший. Любое движение, которое бы он не исполнял, сразу комиссия обращала. Мы, артисты якутяне, приехали в 1987 году выступать в культурную программу «Игры доброй воли». И мы там целое лето на Лужниках репетировали. Это время я из Москвы сюда, вот Левобережный, Московский институт культуры, приезжал, смотрел абитуру, откуда, как поступает. И станцевал танец шамана, один, сольный. И поставил еще венский танец сядя ребятам, которые со мной учились. И мой профессор, куратор, заведующий кафедры народного танца Игорь Валентинович Смирнов, народный артист СССР, профессор, прямо с радостью меня взял в свою группу. Я поступил, поехал в Москву, в Тыкёль я позвонил, туда, и говорю, мама, я поступил в Московский институт культуры. Она говорит, кыджикта, вот так, да? Ну, это, она удивилась. Я говорю, да, я поступил. Обучение в институте длилось 4 года. Афанасий Афанасьев с отличием окончил высшее учебное заведение. Будучи новоиспеченным специалистом, он решил, что непременно вернется работать в родную республику. С того момента, с 1991 года, танцевальная индустрия Якутии и обрела новые ритмы. Там очень модно было современные танцы, бразильские танцы, брейк-данс, там всякие хип-хоп. Я вот эту моду, молодежную моду, да, я туда вот привез. Я вот при филармонии я ставил современные танцы, латиноамериканские танцы, вот ламбаду, например, пластику.
джаз, модерн танцы я ставил. И этим мы гастролировали по селам, по районам. А зритель это смотрел, думал, ой, оказывается, есть такие танцы, а мы видели все время якутские народные танцы, да? И потом это вот пошло, вот такой вот волна вот такая молодежная, современное дыхание вот пошла. Стремительно Афанасий стал народным любимцем. За его спиной работа в государственном ансамбле танца Якутии, многочисленные постановки, преподавания, невероятная гастрольная деятельность. Он представил публике 5 разнообразных сольных программ. Проект «Танцы плюс», танцевальный бум от ретро до хип-хопа. Артист до сих пор предан профессии, проводит флешмобы и мастер-классы и не планирует останавливаться на достигнутом. Я хочу еще вот конкурсы делать, фестивали якутских танцев, якутских современных танцев, якутских танцев осохой. Вот это наши национальные. Я сейчас пытаюсь поступить в аспирантуру. Мне вот 57 будет в октябре, да? Я хочу учиться. Хореограф всегда учится. Всегда учится, всегда. И по ютубе, по интернету, по физически, даже практически. Все. Двигаемся. Октябрь для танцевальной индустрии Якутии – особенный месяц. На него выпадает и день рождения легендарного Афанасия Афанасьева, и день образования танцевальной студии «Завод». Кстати, сейчас якутские стрит-денсеры покоряют столицу России. У нас основная студия находится все еще в Якутске. Родились мы ровно 10 лет назад. Вот об октябре, 10 октября нам будет 10 лет. 10 лет назад мы объявили открытие студии и не знали, что, даже не предполагали, что мы сейчас в течение 10 лет будем держать такую популярность. Студия современного танца «Завод» может похвастаться шикарным бэкграундом. Хип-хоп чемпионы республики и России. Одни из лучших дэнсеров фестиваля «Respect My Talent» и конкурса «Хип-хоп International». Многие помнят выступления ребят и на крупных телевизионных проектах. Выезды за границу, многочисленные съемки, клипы, батлы и тренировки. «Завод», словно танцевальный энерджайзер, никогда не стоит на одном месте. В течение 10 лет у нас 3 поколения, 3 выпуска. Первое поколение, которое проявило себя в течение 1,5 года уже. Нас весь Якутск знал, наших ребят. Мы выступали во всех крупных мероприятиях. Со вторым коллективом мы уже конкретно знали, с чем работать и как работать. Поэтому второй состав, он у нас более успешный был на чемпионатах. Мы выигрывали призовые места с первого же участия. Второй состав у нас Кубея, Эрхан, Настя, вот их всех тоже сейчас помнят. Третье у нас поколение Диана, Серга. Хотя Диана, она 8-й год занимается у нас. До танцев занимался вольной борьбой и так резко перешел на танцы. Прям полюбил это занятие. Я вообще изначально думал, что попаду в завод сразу в основной состав. Я вообще не знал, что есть такие подразделения, начинающая группа, средняя группа, основная. Думал, что попаду в завод и сразу буду танцевать там в Штатах и так далее. Вот. Пришел в завод, записался в начинающую группу, там походил 3-4 месяца, потом попал в среднюю группу, и постепенно вот так вот в основном. Переехав в Москву, я дальше планирую развиваться. Я как бы себе бросил вызов, проверяя свои возможности, скажем. Серга в заводе уже 6 лет. Этому парню по плечам и фристайл, и поппинг, и хип-хоп. И именно этим мастерством он и другие участники танцевальной студии намерены делиться с москвичами. Я абсолютно не танцевальный человек. Единственное, что я умею, это лунная походка. Это же круто! Ага. Да. Но я надеюсь, ты меня сейчас еще чему-нибудь научишь. Давай, погнали. 7, 8. Kick and step.
Окей, правую ногу вперед, ставим на точку, левую назад. Да, все верно. Еще раз. Ага, делаем вдох-выдох. Погнали. 7, 8. Kick and step. Kick and step. Мне кажется, Молодец. получается. Отлично. Эй. Поехали. Бум. Хлопок. Можно еще какие-нибудь движения, да, Да. дополнительно добавить? Фристайл. Бум. Молодец. Еще раз. Опытные и профессиональные дэнсеры Серга и Кюбея Басова в основном составе московской группы. Их главный тренер Андрей Степанов. Сейчас у завода идет сильная подготовка к чемпионату Hip Hop International. Его планируют провести в конце октября. И, конечно, ребята надеются достойно выступить на соревнованиях и представить команду участников не только из Якутии, но и из Москвы. Ну, это часть моей жизни в любом случае, да, и я ее не собираюсь бросать. Я также сейчас состою в заводе, как и выпускник, как и вообще. Сюда прилетела в Москву для того, чтобы помочь расшириться вообще вот нам, заводом. Это все исходит от чистого энтузиазма и желания. Наверное, вот это все настроение передается всем. Поэтому люди считают нас успешными, но мы просто делаем свою работу. 30 лет назад мы представить не могли, что латиноамериканские танцы настолько вольются в культурную жизнь Якутии. 10 лет назад об успехах студии современного танца «Завод» можно было только предполагать. Сейчас, благодаря таким ярким танцовщикам и мощным коллективам, Якутия считается одной из самых танцевальных регионов России. И дальше будет только больше. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин. Москва.